Как я пришел в искусство? Ну, все началось это 6-летнего возраста, балалықтан. Қоншымыз немселер еді. Олар да оларны бір жерден шығардылар, біздің халықтың кібі. Олар тоже Өзбекстан. Олардың қорандасында карандаш, пластилин, бүтін ши бар еді. Біздің қоранда о қадар шилер жоқ еді. Фхар едік. Оларға барып, олармен ойнап, анау қалемлерін алып, пластилинмен ойнамаға, олармен ойнап, алыштым да. Уақыттан бері 1-ші сыныптан 10-ші сыныпқа из класса в класс в разных стенгазетах был редколлегий. Сначала в классной, потом в школьной. Постоянно как бы в форме, да, как бы в школе. А 5-ші класстан мен енді қатманыма башладым кружок. Ondan o güne 4-ші сыныпта мен бабаммен, çünkü тойларға барайдым. Бабам ойнайды на ударнике. Çalgıcı. Мен айттым, айда мен музыкант олайым. Музыкальная школа поступил. Там, значит, слух есть, там пел. Все прошло. А в тот период многие с нашей улицы пошли тоже гурьбой как бы поступить. Но мы все поступили в музыкальную школу, но меня приняли. И я 2 года отучился на кларнетиста. Сон анау сольфеджио, музыкальный диктант и башладылар бөліншілер олмаға, мен айттым, что-то мне это не по душе. Сон айттым анама, мен уже бармайжам. Насыл бармайжам? О қадар пара беріп, 2 ел кларнет алдық, бұл қадар шей алдық. Не үшін? Мен айттым, ну, енді істемеймін. Ну, ладно, уговорила. Музыкальный школаны ташладым. И Орашма башладым только ИЗО. Мектеп бітірген соң Ташкентке кеттік. Но по конкурсу я не прошел. Республиканское художественное училище. В тот год было столько. Там, наверное, в ВГИК, наверное, так было. На одно место 6 человек. Вот так было. Да? Бенькова. Но я по конкурсу не прошел тогда. Ну, армияға алдылар. Уже армиядан соң мен айттым, чтобы не рисковать опять Ташкент, ехать. И как раз таки в Фергане открывали изобразительное отделение, художественное отделение, готовили оформителей художественное отделение при музыкальном училище. Ну вот, и думаю, рисковать еще 1 год. Вдруг там по конкурсу не пройду, еще тут. Думаю, да, не поеду, останусь дома. Во-первых, и родные стены, и не надо где-то в общежитии. Думаю, вот это еще быт. Вспомнил, что нужно будет куда-то ходить, готовить, что-то кушать. Я думаю, да, я останусь дома и поступлю туда. Вот так поступил. И 4 года учился, с отличием закончил, все такое. После окончания училища я активно начал участвовать на выставках. Республиканские, там потом всесоюзные, международные, вот так уже пошли. Как-то заметили меня, там тоже и искусствоведы, и даже работы начали приобретать с выставки. Вот. Закупили тогда Министерство культуры, закупило государственная картина, это Государственный музей искусств Узбекистана закупил с выставки. Вот. Как бы уже, это, может стать, было уже успехом. Потому что, может, не у всех художников на начальном пути вот так, чтобы закупали.
И когда я приехал, ну, ощущение полностью вот Крыма я ощутил, когда мы с Рамазаном Усиновым поехали на встречу с Червонной, искусствоведом. И когда я начал по этой Ялтинской трассе ехать, вот эти горы, доехали до моря, я вообще был в таком восторге. Впервые увидел море, никогда не видел. Бескрайнее, это целый какой-то космос. Это когда смотришь, думаю, ой. Для меня это как бы такой всплеск был. А я еще забыл рассказать, что живя еще в Узбекистане, в 90-м году, первая крымско-татарская выставка была. Она тоже как бы исторически. Нет. Она намечена была здесь. Но все жили как бы, все жили на местах депортации, так скажем. Все же художники, многие, мы же друг друга не знали. Одни где-то в уголках России жили, кто-то там, может, в Грузии жил, кто-то там в Казахстане, кто-то в Киргизии, кто-то в Таджикистане. С Узбекистана у нас группа художников была. И вот я в тот год поехать не мог, я работал на киностудии. Я передал свои работы. И эта выставка впервые, вот, историческая выставка, она, конечно, для многих была неожиданность. Что у крымских татар есть еще свое искусство. Ну, на нас как-то смотрели, не знаю, может, с высока. Но на самом деле, живя в разных республиках, наши художники всегда участвовали на многих выставках, они участвовали на международных и союзных. А здесь впервые мы объединились и как такое представили как национальное искусство. А до этого же мы представляли же все искусства той республики, где мы живем. А здесь уже получилось, что мы представили именно крымско-татарское изобразительное искусство. Помимо этого мы делали к каким-то датам, правильно, вот особенно раз в году мы делали к дню депортации выставку. И эта выставка всегда вызывала большой интерес у жителей Крыма. Позиции были и тема. Настолько это, но потом это все начало каким-то образом угасать. На самом деле, когда мы все приехали сюда, у нас были как бы желания, как бы окрыленные, да, окрыленные, мечта какая-то, но это немножко не сбылось до конца, как мы хотели. До сих пор, как бы, наша картинная галерея, которую мы тогда мечтали, она ютится вот в нескольких комнатках. Тогда же мы и галерею начали формировать. И после первой выставки, которая дала как бы толчок, именно произведение крымско-татарских художников, для того, чтобы состоялась галерея. Потом это сбор материалов пошел, прикладное искусство и так далее. А на самом деле первый толчок сами художники дали. Вот эту материальную культуру собрать, показать именно, что мы есть, мы народ, вот у нас это было, а вот мы сейчас творим. Вот именно вот такой храм искусства, как сказать, он необходим. Я думаю, наша мечта, вот, которая была, вот одна из них, вот именно музей изобразительного искусства крымских татар. Вот это было первое. И на сегодняшний день, по-моему, вот эта проблема так и осталась. Все начинается вот с рисунка. Рисунок – это основа всех визуальных искусств, так скажем. Вот эта картина, это как бы образ я взял себя. Но часть я поместил. Меня тогда интересовала жизнь и смерть, свобода и преданность, что ли, вот как бы вот. И твой мир, в котором ты живешь. И получается, как бы мой внутренний мир, я его вывернул наизнанку, как бы то, что я переживаю. Значит, с правой стороны я изобразил как бы человек, уже ушедший в иной мир, да, он закрытые глаза, часть. А здесь он еще смотрит открытыми глазами в этот мир, который его окружает. И сравнивая вот жизнь и смерть, вот в этой картине я даю размышления зрителю, о чем я переживал. А зритель может уже
каждый сам домысливает. У каждого своя биография, свое восприятие мира. И он уже сам, как бы, я ему даю повод. Ну, на самом деле, так можно посмотреть, да, что-то композитор, портрет, человек. А на самом деле в нем заложено именно сопоставление жизнь, смерть, добро, зло. Самое преданное вот в этом мире животное – это собака. Она никогда не бросит, она всегда будет рядом с тобой. Человеку свойственно все, мы сами знаем, он порочный. У собаки не наблюдается эта порочность, она построена по-другому совершенно. А сопоставление двух животных – свобода и друг, да, преданность. И я нашел через вот этих, так скажем, животных. Насколько мне удалось, это уже зритель будет оценку давать. Работа одна из ранних, она у меня была графически выполнена. Она даже в Москве участвовала и так далее. И я ее хотел увидеть в цвете все-таки. Она более становится чувствительной. Она графическая, она немножко... Сам цвет, очень в цвете заложено эмоций много. Знаете? Она окраина называется, но это тоже мир, духовный мир. Ну, это как космос. Мы берем с собой все, уводим, понимаете? Все, вот тот кусочек мира, которым мы... Она с собой у нас всегда. Наше детство, вот мы выросли. Это все с нами. Мы никогда же не забываем потом, как мы выросли, как мы жили, кто нас окружал, какие подружки, какие там соседи. Все же это в нас. И даже если человек куда-то уходит в иной мир, он вот это весь с собой, вот этот багаж, целый космос, он уносит. Каждый человек, он уникальный, неповторим. Для меня деревья, камни, воздух, как бы все это живое, все это неразделимо, это одна ткань. Ну, естественно, здесь какой-то сюжет, что это как бы мне приснилось в Гурзуфе, это «Сны Гурзуфи» называется. Я однажды, вот когда был в Гурзуфе, меня одна аллейка с кипарисами так поразила, вообще не знаю, ну что-то такое необычное. Вот это необычное я представил и еще в необычном смысле, я их оживил. Те кипарисы, которые я видел, я представил их вот, если вот они бы вот в таком виде, что они ожившие. И девочка, конечно, идет с птицей куда-то там в свою мечту. Мечта – это попасть в иной мир какой-то. И там мы видим какое-то золотое сооружение. Вы видите, да, там, вон там. Ну, изначально я заложил вот такое, что это все единый мир, и это одна ткань, в которой мы живем. Я говорю же, все, что это вокруг нас окружает, это неделимое. Это также вот крымские татары без моря, без гор, без этого никак не представить. Как-то, понимаете? Что цельность вот этого мира, гармония происходит, когда все рядом, единая ткань вот эта, которую нельзя делить. Она должна быть в таком виде. Вот она Богом дана, да? Аллах или как. Оно вот так и должно быть. У нас пытается всегда как-то вот куда-то, чего-то. Каждый, кто смотрит, не обязательно именно как я, он думает. Рустам Ага Меметов, певец, он эту картину как-то немножко по-другому сказал. Говорит, это мы на своей родине, и мы идем к твоей мечте. Он как-то тоже рассказал, я говорю, и такое может быть, я говорю. Вы увидели в нем свое. Каждый человек видит в этом именно то, что, может, он хочет увидеть, или как-то он делает свой какой-то определенный рассказ. Я закладываю свой. Здесь меня тоже интересовало человек как ссущество, добро и зло. Здесь зло, вот это добро, как бы. Человек сам по сути мостик. В человеке есть и то, и другое. И добро, и зло. Только что больше это в разных ситуациях он проявляет его по-разному. И в данном случае вот этот образ человека, он у меня условный, он не обязательно какой-то определенной национальности, он у меня не национальность какой-то определенная, а человек сам по себе, суть его внутренняя. И добрые дела, злые. И вот этот мир между как бы раем и адом можно сравнить. Вот там мы видим образы такие.
И его душа потом я передал через время, как бы, видите, да, через звон, как колокольчики. Вот жизнь тоже как звон какой-то. Оно возникло, динь, и ушло, да. И вот тоже одуванчик, он был целый. И мы знаем там всякие вот эти маленькие тычиночки, или как, семена вот эти, да. Как на парашютах, да? Да. И вот я нашел этот образ, и он уходит, и он превращается в звезды, да, вот его душа как бы. Я через вот эти образы. Он ушел куда-то, да, куда-то туда, во Вселенную, я не знаю, он растворился во Вселенной. Я как бы в этой работе продолжил, вернее, эту тему. Здесь переселение душ. Это как бы день метампсихозы, когда переселяется душа человека, там, он может переселиться, был человеком, там, стал деревом, или в птицу превратился. Как бы тот момент, когда человек переходит из одного состояния в другое. У меня как это я пришел, может, к этому? Естественно, я читаю и поэзию, художественную литературу, для меня важно, там, смотрю фильм. И все то, что я смотрю, оно как бы откладывается у меня там в глубине, а потом это как-то вот так выходит. И я, когда там почеркушку как-то делал, и сделал так, потом так пошло. Думаю, значит, как если вот это? И получается как? И вот эта работа, так и она родилась, вот такая работа. Просто я так работаю. У меня интерес в работе вот появляется вот так. По-другому, ну, просто тогда я бы не занимался этим творчеством. Почему? Это жизнь и смерть. Меня она волнует в каждой работе. Жизнь и смерть – это человек как бы отсчитывает вот это время, и на какой-то момент у него останавливается. На самом деле, может, мне так кажется, что душа, все-таки она дальше в другом образе каком-то, она из человеческого тела покидает и куда-то поселяется, вселяется. Вот у меня вот эти работы как-то, вот оно опять на этом построено. Жаль, что одной работы нет, надо вот восстановить. Вот это тоже был триптих. Вот эта свеча, образ времени, оно разделяет мир человека, его самого, его весь мир. Практически он в какое-то в пространство вообще исчезает, его, разделяет его, понимаете? Ткань мира одного человека, он его во времени как бы истлевает. Сама Вселенная, она бесконечна, я не знаю, мы ее можем увидеть, конец или нет. Вот здесь то же самое меня волновало. Конец Вселенной нет, но есть конкретный человек, у которого есть вот определенная тленность в этом мире. Духовная, нет, духовная, конечно, он остается, но материально он как бы исчезает. Как бы. Я так, в этой работе так. Вот эта работа, как же она называется, я сейчас скажу. И все-таки я верю, называется, что добро, оно победит, как бы. Называется работа, и все-таки я верю. Я ее назвал. Был такой фильм Михаила Рома, и он показал весь мир в процессе 20 века. И вот эти ужасы, и он все-таки верил, он и назвал, что все-таки разум победит, и человек более как бы будет направлен на мирное созидание, да, вот как бы он показал. Вот под этим впечатлением у меня вот эта графическая работа, я тогда после художественного училища вот этого как бы пытался, ну, найти себя как-то, там, тему, о чем-то рассказывать в своих работах, все. Вот эта первая работа, она так неожиданно родилась, вот эта. Вот эта работа так она шла, я вот так делал. Потом мне вот этот низ тоже был как бы еще не до конца сделан, а началась вот работа с простого карандаша, а потом применил и тушь-карандаш, соединил вот здесь. И вот эта часть, как бы верхняя вот эта часть, побеждает как бы добро, созидание, творчество. Именно человек в творчестве, в этом созидании человек находит именно на позитив как бы движения, увлеченность своим делом,
Это больше, конечно, увлеченность, конечно, у писателей, композиторов и так далее, художников, да. Но если увлеченность у человека в целом, она приводит к добру. То есть он забывает делать плохое что-то. А вот этот мир, он тленный, где там деньги, коррупция, убийство, все такое. Вот эти ужасы, они остаются, приземляют они внизу. Вот это добро светлое, вот здесь и цветы, там, птицы, мир, радуга, творчество, вот это оно уводит, оно возвышенное. Мир, вот если будет двигаться вот в этом направлении, я думаю, везде изменится. Ну, хотя 21 век все привнес из 20 века, все негативы. Вот это одна из первых работ, когда мне Шевкет пригласил работать в журнале «Хасивет». Тут «Хасивет». Это я делал для обложки. Как бы все идолы всех континентов я изобразил здесь в одном пространстве идолов получается. И, естественно, когда всегда дается возможность в журнале, он всегда ставит время, вот такое время надо сделать, вот такое успеть. Естественно, тут уже ты не можешь, тебе ограничиваться в рамах, во временных. Надо находить и время и для творчества, и чтобы успеть где-то сделать, и работу. Как же? Мы же не в безвоздушном пространстве живем. Приходится вот в эти в тисках между этим и заниматься иногда творчеством. Но я не то, что не удивляюсь этому миру, окружающим и так далее. Но у меня тема просто такая, жизнь и смерть, и человеческая душа вот наполнена. Почему вот таким? Мне задаю вопрос, и на них я в виде ребуса, наверное, отвечаю по-своему. Ну, кто это понимает, понимает, а кто нет, наверное, не знаю почему. Это уже, наверное, не моя задача, наверное, чтобы кто как уже там воспринял. Каждый по-своему воспринимает. Но изначально я же не пишу же определенный просто натюрморт или так далее, или там просто пейзаж. У меня композиции, мои размышления на разные темы. Вот это мое творчество. Именно композиции на разные такие мои размышления. Где я пытаюсь ассоциациями как-то донести, кому это интересно, свое видение мира, свои ощущения. Да, но там нельзя сказать что-то однобокое, что-то полностью только негативные какие-то. Но там и присутствует и то, и другое. И радость тоже. Ну, может, ее мало. Не в таком количестве. А разве вот эта работа, которая, она как можно назвать? Радость. Радость. Вот видите, вы увидели радость. Значит, я не совсем печальный художник.